Доброе утро, ребят. В Иркутске на стоянке Шелихов. Тут по дорожке встал, переночевал. Собственно, в общем, ребята, если вдруг кто-то будет менять на шахманах, имейте в виду, если вы полозья до конца опускаете вот так вот, то за счет вот этих, видите, штырь, чтобы она не опрокинулась, они, короче, выгибаются. Я вот в прошлый раз-то и мучился, теперь-то я знаю причину. А причина вот в чем. Видите, ее, получается, вниз выгибает вот так вот, и она вот там вот в паз вот этот не встает. Поэтому я вот сейчас вот, молоточка-то нету, я вот монтировкой ее сейчас подправил, выпрямил, и все, она теперь у меня заходит. Так что имейте в виду, я вот когда в Новосибе-то менял, я подохренел, короче. Так, все, снял. Ждем. Сейчас привезут аккумуляторы. Короче, как он сказал, дело, говорит, не в перекидке, перемычке в этой, а то, что, говорит, надо раз в полгода менять аккумуляторы. Вот и все. Не лениться. Чтобы дольше отходили аккумуляторы, нужно их переставлять местами. Так что имейте в виду, ребят. Так, все. Ждем. Все нормально. Сейчас поменяем. Схожу умоюсь. Так и поедем. Култук. Сегодня, наверное, до Улан-Удэ. Так и все. И ночевать там, наверное, буду. Как-то так. Ладно. Привезли аккумуляторы. Татачи. Японское название, но на самом деле это нашинские, с Курска, да? Курский. А еще под каким брендом они их продают? Там много. Доминаторы, Фаербол, Торнадо. Что там еще? Русская звезда. Русская звезда, да? Ага. Да, там брендов много. Короче, какое хочешь название тебе сделать. Главное, заплати все, да-да. Так, 190, а вот эти, по-моему, 220. 220, блин. А ничего, что она не меньше? Контора платит. А завод, получается, сам, получается, японский, что ли? Не, почему? Курск, Россия. Бренд просто принадлежит. Так а как они так, получается, видишь, Industrial Japan? Нет, это не сделано в Японии. Индустриал, то есть производство принадлежит Японии. А завод, это если бы, допустим, made in должно быть. Это видишь, вот даже здесь продукт японский. Продукт японский, а это не написано Татачи Индустриал. То есть компания как японская, а завод находится у нас в России, да? Да, тут, наверное, нету нигде не написано. Вообще не написано? Да. Ни хрена себе, вот это вот химичат. Ладно, все ставим. Все. Поставил. Собираем. Блин, все грязно сейчас. Сейчас, ладно. В общем, все нормально, поставил. Сейчас инструмент протру. И собираемся, зацепляемся. И выезжаем в дорогу. На Култуке включимся. Так, ребята, ну что ж. Выезжаем. Путь дорожку. 3100 километров у нас до Якутска, до Нижнего Бестяха. Местного-то уже поздновато я выезжаю, поэтому, скорее всего, до Улан-Удэ к вечеру-то приедем. Будем ночевать там. И завтра с утречка прям выедем. Такой план действий. Так, сейчас посмотрю одну вещь. Так, ребят, ну что ж, Байкал. И снова Байкал. Байкалушка, привет. Привет, мой родной. Так, это шоу у нас за порнография. Сломался. Ох ты, как красиво. Посмотрите, там снежные эти горы.
такая легкая дымка. Ой, как красиво. Ё-моё. Так, сейчас у нас тут серпантинчики небольшие. Блин, как же красиво. И встать-то негде. Ай-яй-яй. Снежные вершины такие. Так, ладно. Сейчас вот так сделаем камеру. Ой, как красиво. Байкал, привет! Так, ну все, сейчас у нас Култук. Сейчас заправляться будем. Ну и позже включимся. Спускаемся вниз. Култуку. Блин, камеру уже купил специально, чтобы вот на лоб можно было вешать. И зараза, главное, на следующий день, то есть я выехал из Уфы, и на следующий день пришла посылка. Вот облом. Сейчас бы в этот рейс уже бы записывал с новой камерой. Тихо, тихо, тихо. Опа. Ой, бля. Так, ладно, все, поехали. Нифига себе, кстати, над дорогой же информационные эти горят же мониторы на китайском, иероглифы были. Ничего себе. Вот это да. Не успел включить камеру. Ну, кстати, сейчас китайцев вот ехал навстречу 5, представляете, 5 автовозов ехало. Захватывают рынок. Я надеюсь, их не пустят, наверное, на внутренние грузоперевозки. Потому что тогда нашим транспортным компаниям кердых будет. Не выдержат они конкуренции. Ну, на мой взгляд. Я, конечно, там многих цифр не знаю. Но могут возникнуть проблемы. Так, ладно. Едем. Ну, сейчас много китайцев, много дальнобойщиков стало, фур. Я прям удивлен. Так, ладно, что, покушал? Вот, как я и говорил, китайские автовозики. Что за машина-то? Непонятно. В общем, сейчас кушал. А, кстати, резина Континенталь. Что за машины такие? И зашли они, китайцы-то. Что-то разговаривают. И с телефоном через переводчик. И А китайцы же тоже нормально так прибухивают. Не слабо. Водки взяли через переводчик. А переводчик, перевел вина. Ну и она ему бутылку вина дает. И что-то потом все, в общем, друг друга поняли, что водки 40-градусные. Все, взяли, встали. Сейчас 0,5 приговорят, да спать лягут. Как-то так. Ладно, сковородочку поел. Тут сковородочка, так ничего так, нормально пойдет, можно покушать.
Вот. Так, тут выезд. Сейчас надо справа через зеркала-то я увижу, наверное. Что там, чисто, не чисто? Блин, солнце. Так, там едет. Так, сейчас. Так, спереди ТС. Никого. Сейчас справа проеду. Такс. Так что нет, и по поводу еще китайцев-то хотел что сказать-то. Вот представьте, по некоторым данным, то есть, ну, вообще общие говорят, что вторая экономика мира после Америки. По некоторым другим подсчетам первая экономика мира, то есть обогнали американцев. Представьте, да, огромнейшая экономика и, соответственно, рынок грузоперевозок, я думаю, там тоже приличный в плане дальнобойных. То есть Китай это тоже не маленькая же страна. И, соответственно, то есть количество фур там прям тоже, я думаю, прилично, больше в разы, чем у нас в России. И, соответственно, если их сейчас сюда запустят, там могут быть вообще конкретно захват рынка. И судя по тому, как информационное табло уже было на китайском, ну то есть там и русский язык, и китайские иероглифы, то есть то уже, я так понимаю, такое решение принято, что Китай будет сюда заходить в плане грузоперевозок. Но скорее всего будет, то есть с Китая в Россию таскать, а из России в Китай я не знаю, что они там возят. То есть я надеюсь, что внутренние грузоперевозки как бы не допустят, но это логично. Тогда тут всем хана будет. Никто не выдержит конкуренции. Так что как-то так, наверное, я предполагаю. Потому что, во-первых, у них и деньги дешевле. То есть у них, что там, Центробанк-то, что-то недавно читал, 4%, что ли? Ставка-то это. А у нас сколько? 20, что ли? 4,20. То есть, ну, представьте, разница какая. Так что вот. Ну, раньше-то как они делали? То есть, получается... Да, блин. До пандемии, даже во время пандемии, нет, до и после, машина наша, допустим, заезжала, вот, и на границе, там несколько, я так понял, схем, как мне говорили, граница, допустим, России и Китая, то есть заезжает машина, садится китайский водитель, едет на загрузку. Такой был вариант, я помню, было, рассказывали. Потом прицеп. То есть ты, получается... нет, пардон, неправильно я говорю. Значит, наша машина заезжает, прицеп расцепляется, приезжает китайский тягач, ну, с китайцем сам, он зацепляет твою фуру, ну, твой прицеп, едет, грузится, и потом обратно привозит на границу. Получается, водитель ждет, цепляет вот эту прицеп обратно свой и вывозит уже в Россию. Вот такая была схема. Сейчас, видать, приняли решение, что это долго, наверное, неудобно. И сами китайские уже автомобили сюда зашли. Ну, то есть пересекают границу и сами везут груз. Вот я такую схему слышал, то есть вот до это год или 2 назад было вот это.
как сейчас, ну вот сейчас получается уже все, то есть сами тягачи, ой, вернее, китайские машины едут. Интересно, обратно они как пустыми едут или что-то, наверное, что-то грузят. Вот. Идем вдоль Байкала, как видите, снег здесь. Ладно, поехали. Добрый путь. Вершины гор уже в снегу. Вон они. В общем, идем. Сейчас у нас скоро Бурятия уже начнется. Так, местного-то что у нас уже 6 час, да? 2 часа плюс 3, 5 часов. Ну ладно, позже включимся, пока ничего такого нету. Сейчас вдоль Байкала, потом в сторону Бурятии, ой, в смысле, в сторону Улан-Удэ, от Байкала уже свернем. Поехали. Так, ну что, добрый вечер. Солнце уже садится. Буквально осталось еще полчаса, и уже темно будет. Идем, шагаем. Бурятия уже. Бурятии привет огромный. Кто-то в комментариях написал, что я не здороваюсь. Ну как не здороваюсь, ребят? Я же не обязательно на видео это записываю. Я так по-свойски. Здорово, привет. Привет, Якутия. Ой, Якутия. Бурятия, господи, боже мой. Видите, заговариваюсь. В общем, шагаем. Нам нужно сегодня прямо прошагать нормально. Поэтому, скорее всего, за Улан-Удэ убежим. Там будем где-то ночевать. Правда, не знаю где, в каком месте. Но надо сегодня поближе к Чите. Посмотрим, как осилю, потому что встал-то я рано. Хоть и проехал сегодня, но все равно-то встал-то я рано. Вот, как-то так. Все нормально, чуть-чуть побыстрее пойдем. Сейчас где-то 92 идем, 90. Ну, у меня просто на спидометре больше показывает. По поводу печки. Печка у меня, значит, работает на максимум только. Ставлю я, значит, режиме только вот в таком. Видите, на 31 и на 2. Когда долго, сейчас на круизе иду, когда долго ногу держишь, он кипятком как бы. Поэтому я ставлю вот так на единичку. Ну, вентилятор. Так, в принципе, шагаем. 30 ставлю, холодным начинает дуть. Ну, в общем, и потом там то ли что-то залипает, не знаю, на этом. Надо вот опускать 31-15, 31-15, вот так раз 5 сделаешь, и она обратно 31, нормально работать начинает. Ну, в плане теплом дует. Чуть-чуть побыстрее шагаем, потому как время потеряно просто капитально много. С этими всеми поломками, с этими всеми... Ну, аккумуляторы. Вот меня аккумуляторы дольше всех вывели из графика. Вот, поэтому... Ну, сейчас неизвестно, там, как у нас погода ждет-то. В Якутии, в Забайкальском крае. Там, может быть, снегопад идет. И поэтому в любом случае тогда не успеваем в срок. Все зависит от дороги. Так что вот. Ладно. Позже, наверное, включимся. Вот здесь, я помню, в каком-то году ДТП было. Человек погиб. Видео есть.
там на джипике летел, и то ли его занесло в гололед, и он прям под фуру, под Америку залез. Вот смотрите, вот едет человек, да? Включи фары. Тебе специально я включил дальний. Тебя не видно на дороге. В общем, как-то так. Че не обгоняете-то? Обгоняйте. Обгоняйте. В общем, ладно, позже включимся. Наверное, в Улан-Удэ будем проезжать, там, может быть, включимся, посмотрим. Что-то тут гонки устроили. Не за что, не за что. Сейчас такой участок будет равнинный от Байкала до Мандрика, да, по-моему, перевал перед Улан-Удэ называется. Тут хорошо, можно тоже немножко скинуть расход. Ну и потом у нас начнутся тоже спуски, подъемы после Улан-Удэ. И так вплоть до Хабаровска. Ну и там тоже. Ну после Невера там тоже есть такие длинные прямые, как бы, но их немного. А так в основном спуски, подъемы. Ладно, все, хорош. И так уже долго записываю. Так, ребята, ну что, Улан-Удэ. Всем привет с Улан-Удэ. Сайн Байна. Нихао. Кстати, по поводу китайского. Все учите китайский. Ой, господи. Я вот два слова знаю. Смотрите, какая стела. Вот днем-то она вроде как и не видно, ее светит, а вот смотрите, вечером как подсветка. Далеко слишком. И я-то два слова-то знаю по-китайски. Нихао, это, в общем, здравствуйте. Привет, здравствуйте. Я вот не знаю, официально это или как, ну, как, допустим, в русском, да, языке здравствуйте, либо привет. Привет, это же более как неформально, вот так, а здравствуйте, это уже там более такое официальное. Вот я вот не знаю, нихао это как, что это означает. В общем, нихао знаю и спасибо по-китайски. Спасибо, знаете как? Си-си. 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 Сиси, короче. Так что вот, если что, знаете тоже. Си-си. Регион 03, шашлычная. Кстати, ни разу здесь не был. Баку. Баку кайфуй. Ха-ха, ничего себе. Баку кайфуй. Название прям. Ну, над входом горело. Ничего себе. Так, что у нас? Едем дальше. Я вот что-то думаю, что вставать пора. Я сегодня рано Ребята, встал. кто подскажет на хладкомбинат, как проще ехать? Да хрен знает. Это надо у местных спрашивать. Вот, и, соответственно, устал что-то. Я сегодня намаялся, набегался с этими аккумуляторами, честно говоря. Да, это надо у местных спрашивать. Вот, и, соответственно, не знаю. В общем, надо отдыхать. Пора. 400 хоть сегодня и прошел, но как бы дел сегодня много сделал тоже. Не просто так.
Как-то так. В общем, сейчас все вот эти пройдем пробки и за городом встанем там где-нибудь, на обочину встанем. И нормально. На стоянку я не хочу, там есть стоянка дальше, где олени на горе. Но там не нравится, там все битком забиваются. И не хочу там очень. Ситрак, Байкал, Автотрак. Вот, а по поводу Китая, вот представьте, да, вот, ну кто как говорит, вторая экономика мира, кто говорит первая экономика, там же по разным показателям, где-то Китай там впереди, ну вот представьте, да, с уровнем, ну вот просто даже вот Америку сравним, да, экономика, по-моему, где-то я читал, весь ВВП или как, в общем, даже не ВВП, а весь бюджет, по-моему, России сравним с одним штатом. Или ВВП одного штата сопоставимо с Россией. Представьте, это, по-моему, штат или Калифорния, или Техаса. А представьте, сколько там штатов и, в общем, да, как бы крупнейшая экономика в мире. И Китай, да, то есть тоже сопоставимо. И представьте, какие там в Китае грузоперевозки. Скорее всего, там просто мега. Ну, там ЖД сильно развит. Я вот смотрел, там они ударными темпами, вот эти последние 10, там сколько, 15 лет ЖД строили. Там просто у них такое разветвление ЖД линий. Там, я так понимаю, очень сильно развиты грузоперевозки ЖД. И думаю, что и транспортные грузоперевозки тоже там сильно развиты. То есть я так предполагаю, я не знаю, я всего лишь рассуждаю, потому что, как бы, видите, же другая страна и специфика своя. Я в том плане, что там, скорее всего, тоже есть крупные компании транспортные с огромнейшими парками, предполагаю. Вот, и может быть там и частники тоже есть, как у нас в России. Да, наверное, тоже есть со своими машинами. Кто же его знает. Ну и думаю, что и крупные компании тоже есть. И представьте, если они начинают сюда ездить, что будет? Это только начало, я так понимаю. Их сейчас с каждым месяцем будет все больше, больше и больше и больше. То есть я когда вот интересовался, как грузоперевозки в Китае, это мне рассказали про вот эту схему, где на границе оставляешь прицеп, цепляет тягач китайский, он едет в Китай, ну, на загрузку, грузится и обратно возвращается. Это когда в пандемию было. А до пандемии, я так понимаю, наши машины заезжали туда тоже грузиться, потому что мне кто-то рассказывал, что, ну, в Китай он ездил, то есть нормально. И сейчас, получается, и китайцы к нам начали ездить. Вот, ну и несопоставимо, то есть мы больше импортируем же с Китая. И, соответственно, машин будет больше, больше и больше. Я так предполагаю. Почему и дорогу-то строят на восток ударными темпами. Вот, разворот на восток России. Так что учите китайский, господа и дамы. Я вот два слова уже знаю. Нихао и сиси. Надо еще что-нибудь выучить. Что там? Добрый вечер, пока. Что там еще? Пару матерных слов надо тоже какие-нибудь выучить. А, это вот Алим спрашивал, куда ехать на хладкомбинат. Все понятно. Так, ладно, все, хорош опять трындеть. Улан-Удэнцам привет огромный. Бурятия, One Love. Всем нихао. Всем добра, бобра. Хорошего настроения, позитива. Не унывать, самое главное. Мне нравится, знаете, этот мультик, помните, был-то Мадагаскар же, по-моему, старый уже мультик-то. Там 3 пингвина-то были, я уже как-то рассказывал. Вот они меня просто поразили, они такие оптимисты. Что-то они там были же, помните, этот мультики, они что-то тонули или что-то там было.
И они такие, улыбаемся и машем. Там трое этих пингвинов. Улыбаемся и машем. Вообще юмористы. Оптимисты. Ну что не едем? Давай 75-й Забайкальский край. Газуй. Вот, ладно, все. Опять долго записываю. Поехали дальше. Доброе утро. Перевальчик-то после Тарбагата это в снегу. Посыпано, правда. Нормально. Ну лед. Бодрит. Было минус 10, сейчас минус 6. Солнышко встает. Нормально так. Прохладно. Сейчас заедем в кафешку. Юрта, которая сразу ультимативно с утра бухлера, бузы. Как налупаемся. По бухлерскому. И поедем. О, это что, немного машин. Тут, как обычно, ну, раскачали, молодцы, хорошо. Прямо тут и автобусы останавливаются. Народу, ёшкин, матрешкин. Иногда приедешь, офигеваешь от количества людей, которые кушают здесь. Так, ну здесь бы, конечно, выровнять бы площадку эту. Такие бабки гребут, а грейдеров бы сюда заказали бы. Так, ладно. Сейчас припаркуемся, да пойдем кушать. Приятного аппетита. Так, ребят, ну что, хилок пройден. Тут, ну, вчера по рации говорили вечером, когда уже Улан-Удэ проходил, здесь снегопад шел, и скользко говорили ребята. Так что да, видно по дороге, что вчера здесь снег, но сегодня нормально уже. Подтаяло, поэтому ехать можно. Сырая дорога просто. Все хорошо. Так, едем до кафешки. Там кушаем бузы. И дальше побежим. Сегодня надо за Читу убежать. Все пройти, вот этот участок Чита Улан-Удэ. Потому что в темное время суток здесь коровы гуляют. Лошади. Ну а там уже за Читой уже меньше их там. Да, снега прилично-то навалило-то. Здесь. Хорошо здесь прошел циклон. Но я дальше смотрю, вон, небо-то чистое, нормально. Так что нам везет. Не попали мы в этот циклон снежный. Ну и слава богу. Так что я думаю, что мы нигде не попадем на снегопад. Прямо до Якутии, до Якутска добежим. Вот. Ну посмотрим, там погода же меняется. Ну, надеюсь, по крайней мере, так будет. До Читы где-то километров 200. А вот, ребята, и гололедик небольшой. Да, по количеству снега вчера здесь было весело. В тенечке-то дорога не оттаивает. И скользковато, скользковато. Прям чувствуется. Ну что ж, сбавляем скорость, идем потихоньку. Да, скользко. Прилично вчера здесь снега-то вывалило. Прям вообще нормально.
Вчера здесь весело было. Сейчас тенек закончится и дорожка будет мокрая. Ну вот, да. Оттаяла. В общем, шагаем дальше. Слава богу, этот циклон нас не поймал. И это хорошо. Да, снега-то прилично уже. Ладно, все, едем дальше, работаем. Ребята, ну что, катим дальше. До Читы осталось где-то 100 километров. Сейчас прогноз погоды посмотрел. Рядом циклон идет снежный. И главное, там вот еще тоже я записал с экрана эту запись с телефона. Там во Владивостоке, Хабаровске мощнейший циклон проходит. Но там плюс 4, я так понимаю, дождь, скорее всего, не снег. Вот, и смотрите, впереди, да, что там. Мне кажется, что там снег идет. И мне это вообще не нравится. Потому что вот этот прогноз, он как бы не точный же. Все равно же плюс-минус, как говорится, 20-30 километров. Вроде как бы он сверху проходит, но все равно трасса-то идет тоже вверх, в сторону Якутии. И похоже, задевает он трассу, не рядом пройдет. Ой, блядь, да ё мать, ямку поймал. Вот, сейчас заправляемся в Чите и посмотрим. Я не знаю, стоит ли мне в ночь выезжать в снегопад. Как бы, ну, рисковать смысла нету. Сейчас посмотрим, сейчас в Читу заедем, что там за тучка-то ходит. Ну, похоже на снежную. И вот там белое все. Я так понимаю, там снег, скорее всего, идет. Как-то так, блин. Зараза, думал, не попаду. Но нет. Посмотрел я прогноз, в общем, видно, да, что рядом. Но он почему-то вот, ну вот, север-то у нас там, слева. И он, по идее, вот там вот видно, да, там вон тучи, он как бы там должен пройти. В километрах 30-50, может быть, отсюда снег. Но, зараза, здесь тоже похоже. Ну, посмотрим. Потому что мы же от Читы идем в сторону севера, наискосок, северо-восток, к Якутии. Так, и температура у нас, кстати, падает, минус 4 уже. Сейчас, я так понимаю, ближе к северу будем прибираться к Якутии, вернее, там еще будет температура падать и падать. Сейчас на правый бак переключился, надо было зараза раньше переключиться, чтобы он... Ну там вроде я заливал-то минусовую солярку. Должно у меня. По-моему, я же тогда на опте заправился, там минус 24 мне сказали, если там паренек-то не ошибся. Но он сказал по документам минус 24. Потом я еще на Роснефти минус 15, которое залил. Ну там немного, литров 50. По идее не должно замерзнуть. И сейчас вот тут на БРК спрошу. Ну тут тоже уже должна быть зимняя по-любому. Тоже до минус 20, может быть, где-то так. Так что нормально. Вот, ну ладно. Блин, тучка вот эта, конечно, не нравится мне, абсолютно не нравится. Поехали. Толпа ехала. Спросил у ребят. Я говорю, что там? Говорит, ну с Читы, говорит, выезжал, не было снега. А что, говорит, за что, я не знаю. А другие говорят, вот вчера там весело было. То есть гололед, ни одной КТМ-ки нету. Вот, а сейчас, говорит, не знаю.
Ну, сегодня-то было, по идее, днем-то тепло. Может быть, подтаяло. А может и нет. Сейчас ближе к Чите уже тоже там спрошу по рации, как там дорога до Чернышевска. Кто сегодня проезжал, знаю. Вот, ладно. В общем, как-то не весело, не весело. Сейчас спросил. Ну, говорят, что там висят машины, висели сегодня. Ну, говорит, КТМ-ки вроде ходили. Хрен его знает, говорит. Но машины на подъемах висели. И вон, смотрите, как там все. Что это такое? Я понять не могу. Там что-то ужасное. Сейчас поднимемся, посмотрим, что там. Сейчас прибавим чуть-чуть. Ну да, там что-то какое-то этот недоразумение. Так, что мне делать? Как бы неохота висеть на перевалах. Смысла я не вижу. Но прямо там черным черно. А сейчас уже стемнеет. Вообще тяжело будет ехать, если скользко. В тех местах я как бы, ну его нафиг, да, рисковать. Сейчас спокойно встать. Ну, сейчас еще поближе подъеду, спрошу. Кто там будет ехать. Ладно, едем, позже включимся. Спросим. Ребята, а кто со стороны Хабаровска идет, подскажите, что там после Читы, как дорога? Запрашивал, говорят, ну, в подморозье это будет хуево. Так-то было все расквашено. Все понял, спасибо огромное. Так, ну да, сейчас минусовая-то ночью-то будет скользко. Не знаю, что делать, ехать ли в ночь, либо оставаться, уже завтра выезжать. Честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Что делать? Что делать? Что делать? Сейчас солнце сядет, а температура резко бам вниз упадет. Сейчас пока -2. Ну, меня, по крайней мере, показывает. Вот. Ну, сейчас едем в любом случае, заправляемся. Полные баки. А там уже по ситуации. Хотелось бы, конечно, до Чернышевска добраться. 300 километров идти пройти. Там уже ночевать. Ладно. Еще назад можешь тянуть. Короче, смотрите, ребята, Роснефть. Когда ты, получается, вот за мной стоит сервис, на заправку все. Citrac, белый рэп. Ты за ним тогда, получается? Охренеть. Я за вот этим фотоном, я приехал, вон у того сервиса, спросил, к нему лично подошел, никого тут не было. Я за ним занял очередь. Но между нами оказался этот фотон, без рации. Вот и все, а потом уже стала очередь подъезжать. Как я могу оказаться сзади за всеми, бля? Если я спросил по рации, а потом еще ходил, блядь, пешком. И спрашивал. Ё-моё.
Пацаны на ПРК, не думаете, кто сдавать? Охренеть. Вот представьте, сколько машин хотят заправиться на Роснефти. Ё-моё. Да нафиг оно надо. Более точно работает по приложению. А мы поедем на БРК. Там обычно очередей нет. У нас подъехал сразу, чик, заправился и поехал. Я манал, там с машин, еще же там вдоль этот, ой, там машин, 30 точно, наверное, стоит. Это полночи можно простоять. Да нафиг оно надо. Так, у нас БРК-то на выезде получается. И попробую все-таки, наверное, поехать дальше. Не знаю. Рискну. Раз там сказали, каша была, но сейчас-то уже похолодат. И там эта каша, наверное, в лед превратится. И будет опасно. Блин, где-то тут вот такой вот... А, вот он. Попрыгунчик такой. Вот, ладно. Сейчас на заправке мы заправимся. Кофе взять, сигарет взять и семечки взять в дорогу. Чтобы не хотеть спать. Надо сегодня хотя бы еще 200 пройти. Потому что сегодня я мало прошел. Что было 4700, сейчас 5347. Это выходит 647 километров. Ну, маловато. Маловато. Так, снег, уже везде снег. -3, кстати. Ну, сейчас из города выйдем, еще холоднее, наверное, будет. Я думаю, там на перевалах такие маленькие парковки есть. Если вдруг вообще будет дорога плохая, то я на эту парковку, если там, конечно, тоже будет с места. Если что, туда прям заверну. Плохо там, конечно, что интернета нету. Ну и как раз не буду в телефоне сидеть, сразу спать. Чик. Чернышевск 307, Хабаровск 206. Ну вот и получается, как раз вот с Читы выезжаешь. Я еще тогда обратил внимание, 200 до Хабаровска, а с Читы до Якутска тоже 200. Где-то вот примерно в этих пределах. То есть одинаковое расстояние. Что с Читы до Якутска, с Читы до Хабаровска. Даже можно ради интереса. Давайте я вот сейчас вот Нижний Бестях, у меня точка стоит. Сейчас вот забью, вот вам покажу. Вот Нижний Бестях. Вот. Ну это прямо на этой стороне Якутска. На переправе. Так, и что он нам показывает? Тоже 2070. Ну то есть 200, грубо говоря, 30 километров. Это уже при таком расстоянии не играет никакой роли. То есть тоже 200. Вот такой вот нюанс. Но до Хабаровска-то проще идти, чем до Якутска. Потому как там дорога-то плохая местами. Ну и местами там перевалы. Так что вот. Ладно, проезжаем уже вечером. Читинцам привет огромный. Так, ребят, ну что, заправился. Слушай, ну сейчас поднимался с пробуксовкой-то от кольца, от заправки. Скользко.
что-то меня не радует. Может, дальше получше, конечно, но тут прям дорога блестит местами. Еще кто-то на аварийке там идет дальше. Видно, да? Моргает. Сейчас спрошу, как дорожка. Ребят, с Хабаровска идете. Что там, как дорожка, подскажите? Спасибо, ребята. Хабаровск, вот Тащинки не доедешь, асфальт будет. Километр 150. Так, рабочие. Нами там сильно гололед. Не понял, 150 километров гололеда? Да, до 150 километров. Дальше уже асфальт. Ага, все, понял. Ну, у вас там сухо, чисто. Там в одном участке-то было километров, по-моему, 30 или в 50. Там было 20 километров. Так, что-то я ему объяснил, не объяснил. Короче, 150 км скользко, да? А потом асфальт. Ну что ж, как говорится, да осилит идущий, как там, осилит дорогу идущий. Ну то есть вот мы едем, асфальт чистый, бац, лед. Опять чистый лед, ну как-то вот так вот. Ну, понятное дело, особо ты тут уже и не пойдешь быстро. Всякую фигню ловит. Так, и надо сейчас остановиться. Датчик я хочу отключить, проверить, как печка начнет работать, нет. И снаружи, но снаружи там надо крышку... Ох ты, блин. О, пробуксовка-то идет. Давай, обгоняй. Что-то я заболтался, наверное, давно уже моргнуть. И извиняюсь. Так, да, я вижу лед, что, конечно же, не радует. Это ладно, тут еще пока равнина, а вот на спусках что делать? Ладно, позже включимся, пока еще работаем, идем. Так, 150-й столбик, он сказал, сейчас 14-й столбик. Ого, еще ехать и ехать. Ребят, ну что, поднимаемся. Вроде как даже нигде не шлифанул. Дорога заснежена. В общем, нормально поднимаемся. Первый вот этот подъем после Читы. Длинный. Что ты говорил? О, Господи. Так. Да, конечно, с такой дорогой ты быстро не поедешь. И за то время, которое ты обычно проходишь, километраж, в таких условиях в 2 раза меньше, наверное. 36-й столбик только. Ай, нормально. Вот. Ну ладно. Что-нибудь будет интересное, включу. А так, поехали дальше. В общем, ребят, мне тут подсказали подписчик. Вот смотрите. Я закрыл уже, зараза. Смотрите. Вот здесь вот снимаешь, и вот видите, датчик идет. И вот, короче, к нему идет питание. Отключаешь его, и все. Да блин!
блокпост. Там дальше еще... Не вовремя. И вроде у меня печка заработала. 25 поставил, вроде теплый пошел. Вот сейчас попробуем. Давай 28. Меняется ли температура? Да, повыше стало. В общем, ребята, у кого вот эта проблема, как мне подсказали, вот этот датчик отключается. И еще, вот видите провод. Вот эту крышку снять, там еще датчик есть. Я так понял, как мне объяснили. Горячая. И там тоже питание есть, его отключить. Если вот, вот эта вся каша замерзла, решил поехать. И, в общем, сейчас торможу, не тормозится. Блин, как я не люблю эти спуски, а? Кто бы знал. Ой, блин. Короче, зря я, похоже, поехал. Нафиг надо было вставать там. Там и интернет был на площадке на этой. В общем, шагаем. Местами нормально, местами галимый лед. Как-то так. Ну, сколько я думал, 50, да? Ну, это минус 5, 45 где-то скорость. В общем, как-то так. Ой, ладно. Не люблю эти гололеды, зараза. Я думаю, никто не любит их. Так, что-то легковая. Подожди. Выскочил из-за поворота, блин. Скользкая. Епина мать. Тормози, блин. Давай, обгоняй. По обочине, малеха. Так, ладно, неудобно одной рукой, ребята. Ну, в принципе, сами видите, все скользко. Спуски эти еще длиннючие. Сейчас вроде уже не спуск. Ладно, едем. В общем, здесь компот же есть. Стоянка. Ну, кафешка. Короче, кое-как припарковался, блин, скользко. Все, снег пошел. В баню ехать. Сейчас ехал, меня кидало, блин, во все стороны на спуске. Вроде нормально встал. Пойдет. Или что, как тут? Не сильно я назад сдал. Чуть вперед, может, потому что может кто-то вот так будет тут проезжать. Следы-то есть. Да, вот поближе к дереву. Нормально. Вроде все окей. Да, вот даже чуть по веткам не проехал. О, собака. Все, пойдет. Снег пошел, видите. Циклон все-таки задевает чуть-чуть. Я сейчас посмотрел. Все-таки идет он. Нету, мой хороший, ничего. Подожди, хлеб есть. Ты будешь хлеб? Эй, дружок, будешь хлеб? Сейчас, подожди. Вроде они не избалованы, эти собаки. Хлеб-то едят. У меня вот хлеб остался. Больше ничего нету, блин. Сейчас я ему дам. Себе оставлю немножко.
Будешь? На. Кушай. Ха-ха. Не, ну ты избалованный, дружок. Ты в кафешке, наверное, тебя прикармливают. Хлеб не ест. В Улан-Удэ, где ночевал, собаке дал-то за милую душу.